ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Пятница, 14:50. Учебный центр СМН. Водители предприятия приехали со всего региона для ежегодного обучения. Независимо от квалификации и стажа за рулем, это мероприятие обязательно для всех. 24 часа программы разбиты на 3 дня. Так какие темы охватывает учебный курс и хватает ли отведенного времени для усвоения информации? Да, этого времени хватает для вспоминания, что они забыли с автошкол, когда они выучились, да, для ознакомления изменений в законодательстве в сфере дорожного движения, то, что мы им преподаем. Мы с ними разбираем дорожно-транспортные происшествия, происшедшие не у нас. Слава богу, у нас не было в том году дорожно-транспортных происшествий с участием наших водителей. И они, естественно, вспоминают и решают вопросы по правилам дорожного движения. Вначале теоретический курс. Новоявленные студенты слушают преподавателей и читают специально разработанные пособия. Но есть и тренировки. Компьютерный тест предлагает водителям нестандартные дорожные ситуации. В первую очередь сотрудники нефтяной компании проверяют себя. Либо решение в жизни привело бы к ДТП, либо оно верное. Также водители пробуют силы на тренажерном комплексе, кабине КАМАЗ. Внутри все кажется реальным. Да, графика мало напоминает уличный ландшафт. Однако сама машина реагирует на все действия водителя по-настоящему. После поездки выдается протокол. В нем обозначены все допущенные ошибки. Так как на тренажере исключены травмы, то новоявленных студентов опять ставят в нестандартные ситуации. Водители, которые работают в гористой местности, проходят упражнения в городе и наоборот. Но оказывается, не всех специалистов можно удивить. Во всех ситуациях, грубо говоря, я практически побывал, поэтому, если честно, для меня это не новшество. Но очень, впечатляет, что на учебном, на такой кабине есть такие программы. Сергей Попов не единственный, кого это впечатлило. Сотрудники ГИБДД, присутствующие на экзамене и на экскурсии по учебному центру, тоже остались довольны. Но самое главное, что цель компании в предотвращении дорожно-транспортных происшествий достигнута. Цифры обнадеживают. Ни одной аварии за прошлый год с участием водителей СМН. Возможно, это послужит хорошим примером и для других автолюбителей.